В эфире новости на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале о темах этого выпуска. Беременность – это состояние здоровья. В республике принимаются меры по переводу беременных работниц на удаленный режим работы. Стартовал форум предпринимателей. Прямое включение нашего корреспондента, который подробно расскажет о программе мероприятия. Хорошая новость для любителей мистики. В Якутске открылась выставка портретов из коллекции Эдварда Аллена. Начнем с эпидобстановки. На 23 сентября выявлено 190 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в столице республики зафиксировано 117 случаев. В Татинском и Мегино-Кангаласском районах по 9 заболевших. 6 случаев в Нерюнгринском районе, по 5 в Ленском, Сунтарском и Усть-Алданском. По 4 в Намском, Хангаласском и Чурапчинском. Еще в 14 районах Якутии зафиксировано от 1 до 3 заболевших. Тем временем Министерство труда и социального развития республики рекомендует работодателям организовать беременным дистанционный режим работы из-за риска заражения коронавирусом. Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения отнесла беременность к состояниям здоровья, при которых повышен риск тяжелого протекания COVID-19. Отметим, что в республике, согласно указу главы Якутии от июля 2020 года, работодателям рекомендуют переводить на удаленный режим работы беременных женщин и сотрудников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания и состояние иммуносупрессии. А вот в Ленской центральной районной больнице на этой неделе отмечается День безопасности пациентов. В рамках акции проходят различные мероприятия. Так, врачи женской консультации проводят для своих пациенток лекции на тему безопасной медицинской помощи матерям и новорожденным. Также акушеры-гинекологи рассказали молодым мамам о имеющихся программах поддержки. Например, женщины, вставшие на учет на ранних сроках, получат дополнительную выплату при рождении ребенка. Помимо этого, на протяжении всего срока с беременными, кому это необходимо, работает психолог. Надо сказать, что вся вышеперечисленная работа проводится ежедневно, а не только в объявленную декаду. Будем делать так, чтобы беременность протекала благополучно, и роды были достойными, и исход был хороший, в общем. За безопасную медицину, за безопасную медицинскую помощь матерям и малышам. В Якутии стартовал республиканский форум предпринимателей. Это современная дискуссионная площадка, где представители бизнеса, общественных организаций и государственных структур могут координировать взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства. Форум проходит с 23 по 27 сентября в 2 форматах – онлайн и офлайн, и охватит все районы республики. Подробнее расскажет наш корреспондент Саргалана Неустроева, которая выходит с нами на прямую связь. Саргалана, приветствую. Расскажи, какая программа у форума? Валерия, приветствую, но говорить приходится очень-очень тихо, потому что мероприятие уже в самом разгаре. Сейчас мы находимся в мультимедийном парке «Россия. Моя история», где представлена одна из крупнейших площадок форума. Мультимедийная выставка «Летопись якутского предпринимательства». Здесь была представлена оцифровка одноименного документа, охватывающая историю якутского бизнеса, начиная с 17 века. Очень большое событие для всех, кто имеет причастие к предпринимательству в республике. Кроме того, в скором времени будет подписано 4-стороннее соглашение между омбудсменом, торгово-промышленной палатой республики и организациями «Деловая Россия», а также «Опора России». В целом же программа форума действительно очень обширная, обхватывает практически все районы республики, в том числе и в арктической зоне. Ну и, как можно понять, был довольно-таки долгий перерыв. В прошлом году по понятным причинам форум не был организован. И вот, ну и, конечно же, вообще ситуация с предпринимательством, с малым и средним бизнесом в республике была довольно-таки неоднозначная, шаткая. Но уже в этом году, по словам министра предпринимательства Ирины Высоких, было развит, якутский бизнес встает с колен, начинает развиваться и набирать обороты. Подробнее об этом нам рассказала сама министр. Предлагаю послушать.
мы видим, что есть определенные тренды в предпринимательстве. Конечно, растет у нас количество занятых. Впервые за всю историю Республики Саха-Якутия превысила отметку 100 тысяч количества занятых в МСП. Но в 2020 году мы видели и негативные тренды, в том числе количество субъектов МСП у нас снижалось. Благодаря оперативным федеральным, региональным мерам поддержки, которые мы, кстати, разрабатывали совместно с бизнес-сообществом, нам удалось этот негативный тренд переломить, и уже в 2021 году мы видим рост субъектов МСП на 2%. По сравнению со многими другими регионами, это, в принципе, очень хорошие показатели. Ну и также министр во время своей приветственной речи подчеркнула, насколько предприниматели в этом году доказали, насколько важна ниша якутской экономики, когда все вместе они оказали небывалую поддержку во время лесных пожаров. Уже 26 июня отмечается День предпринимателя, и мы поздравляем с наступающим праздником всех причастных к этому дню. У меня к этому часу все. Валерия. Спасибо большое, Саргалана. Я напомню, что с нами на прямой связи был наш корреспондент Саргалана Неустроева. В торговом центре «Кружало» в Якутске начала работу ежегодная межрегиональная промышленная выставка-ярмарка «Якутия-Экспо-2021». Она уже давно стала традиционной и, конечно же, каждый год притягивает внимание не только жителей столицы и региона, но и гостей. В этом году из-за ограничений принято решение сократить количество участников до 15 человек. Свою продукцию – это продукты питания, продовольственные товары и многое другое – представили не только якутяне, но и другие регионы. Продлится выставка до 25 сентября включительно и будет приурочена к открытию форума, а также Дню предпринимателей республики. Всего в эти дни на разных площадках столицы будет проходить более 50 различных мероприятий. Состоялось большое мероприятие, это открытие выставки, посвященной истории якутского предпринимательства, где мы предлагаем ознакомиться с экспозицией, основанной на оцифровке книги, летописи якутского предпринимательства. То есть это такой задел для будущих поколений, для сохранения истории якутского бизнеса на долгие годы вперед. Кроме этого, сегодня подписано соглашение, это исторический момент, между крупнейшими общественными организациями республики. Это «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата, а также омбудсменом республики Кычкиной Альбиной Егоровной. Еще одна выставка, но уже в мире культуры. Впервые в Якутске представлена известная во всем мире выставка мистических портретов из коллекции Эдварда Аллена. В Национальном художественном музее выставлены стереопортреты. Эдвард Аллен создал свои произведения на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи. Оригинальные снимки художник приобретал на различных антикварных распродажах. Всего представлено 32 работы. На большей части портретов изображены представители одного семейного рода. Посетитель под разным ракурсом может увидеть, как меняется облик изображенного на фото от вполне обычного человека до пугающего мистического существа. Каждый снимок Эдвард Аллен обрабатывал вручную. Выставка продлится до 9 января. Также имеется возрастное ограничение 12+. В природном парке «Живые алмазы» готовятся к зиме. Здесь у каждого обитателя свои условия комфортной зимовки. Обильная кормежка, правильный температурный режим – важные условия в морозы. Наши коллеги побывали в природном парке и узнали, как готовят к зиме животных и повлияли ли природные факторы на заготовку кормов и сена. Пока мирнинцы достают из своих шкафов теплые куртки, перчатки, шапки, как я, например, уже утеплилась, в парке «Живые алмазы» его обитателей тоже готовят к зимнему периоду. Тут важно учитывать несколько факторов. Подготовить теплое, уютное жилище, сформировать правильный рацион питания. Кролики – одни из самых непривередливых животных, и пищу себе могут подыскать и перезимовать в морозы под слоем сугробов. В Мирнинском природном парке их почти 50 голов. Вылавливать и сажать в загон их не будут, уж слишком свободолюбивые. А вот свою порцию овощей за лето ушастые получили. Иногда не прочь побаловаться и семечками. Если кролики животные неприхотливые, этого нельзя сказать о павлинах. Они здесь из южных краев. Поэтому оптимальная температура для зимовки павлинов 18-20 градусов. Ее поддерживают в специальном павлинарии.
По стандартам на одну зрелую птицу выделяют по 2–2,5 квадратных метра. Главное, чтобы нужная температура поддерживалась. Приедет электрик в конце недели, и будет освещение, вот конвектора будет проверять. Ну, все сделается. И вот эти, видите, вот эти настилы. Тут мы сено улаживаем, павлину, чтобы тут нормально отдыхали и спали. Ну, кормим обычно тут. Тут все затащим, воду, кормушки. Главное, чтобы не было перебоев с электроэнергией, да? Да, главное, чтобы перебоев не было. Иногда случается, но с положения выходим. В той части у нас печка-буржуйка стоит, мы павлинов туда перетаскиваем. И все, печку натопили, все нормально. Павлины свои теплые квадратные метры делят с голубями. И если подготовить теплое жилье для обитателей не проблема, с заготовкой кормов было чуть сложнее из-за пожаров и засушливого лета. Но работники парка справились. Заготовка кормов у нас нормально, весной ветки нормально приготовили, на зиму хватит, яголь приготовили для оленей тоже в достаточном количестве. И около 50 тонн естественной травы заготовлено. Но мы на зиму, хочу сказать, что полностью готовы. В парке «Живые алмазы» сегодня живут 18 голов копытных, 13 парнокопытных и 2 хищника. Пернатых около 60, кроликов почти 50. Все они уже привыкли к суровым якутским зимам. На территории парка сейчас находятся 2 медведя – Умка и Леха. Чтобы им было комфортно в зимней спячке, здесь построили деревянные короба. Они внутри будут выстилаться соломой. Также следят тщательно за питанием, чтобы медведи набрали нужную массу тела. В основном их кормят 2 раза в день. Основной рацион – это рыба и мясо. Ну, спросим у Умки, готов ли он к зимней спячке. Умка, готов? Ну, судя по тому, какой он отдохнувший, наверное, готов. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами на телеканале Якутия-24.